облачное утро. Я спала. Было все хорошо. Но вдруг я услышала в окне жуткую сирену. Я подумала, ну и что, у кого-то пожар. И подумала то, что надо продолжать спать. Укрылась получше одеялом и начала засыпать. Но не тут-то было. Сирена начала больше и больше и больше звенеть. Мне это не понравилось, и я решила проверить, что на улице. Я встала и думала то, что просто опять пожар. Но все-таки для интереса я решила пойти на улицу и проверить, что происходит. Я пришла на улицу, никакой сирены не было. Подумала то, что просто послышалось в своей голове. Пошла домой. Я пришла домой и удивилась, потому что камин был без огня. Ведь когда я уходила, я помню, что он точно горел. И он должен был гореть еще 4 часа. Но 4 часа же еще не прошло. Я думаю, что это ростовщина. Подумала, что был сквозняк, но окна я тоже все закрыла. Я решила поесть. Ко мне пришла моя подруга. Подруга пришла ненадолго. Всего лишь просто поболтать. Мы поболтали о своем. И разошлись. Я сказала «пока», и она ответила мне тем же. Наконец-то я пришла в свою кроватку. Укутавшись одеялом, я задумалась о своем. Как опять начала мигать эта сирена. Она звенела и звенела. В окне она сильно мигала. Я подумала, что это за чертовщина такая может быть? Я вскочила быстро с кровати и побежала на улицу. Я вышла на улицу и ничего, как всегда, не увидела. Я была очень злая и не понимала, что это было. После того, как я вышла на улицу, мне позвонил номер. Я его не знала. Я сбросила трубку. Мне опять позвонил этот номер телефона. Я, конечно же, опять сбросила. Зачем мне отвечать на звонок чужого человека? Я долго сидела и думала, что же это за чертовщина. Сирена, которая идет ниоткуда. Звонок, который названивает. Если даже сбросишь 700 раз. И камин, который погас. Хотя его время еще не стекло. Мне опять звонил этот номер. Я ответила. Алло? Алло? Я ничего не слышала. И сказала, естественно, опять. Алло? Я подумала то, что просто какой-то больной человек, и сбросила трубку. Я ответила на телефонный звонок, но не тут-то было. Человек ответил мне. Не открывай ему! Не открывай ему! Слышишь? Я начала смеяться и сбросила трубку. Посмеиваясь, я решила пойти домой. Я пришла домой. Решила заняться чтением. Нашла интересную книгу. Я долго читала книгу. И даже не заметила, как пролетело время. Я услышала звонок в дверь. Он продолжал звенеть. Я решила спросить, кто там? В ответ мне бросили слово. Доченька, это я, твоя мама. Я подумала, что за чертовщина? Моя мать умерла 4 года назад. Мне 45 лет. Я подумала, просто тупые люди, которые хотят посмеяться надо мной. Я сидела. Я очень сильно испугалась. Я срочно закрыла все замки и побежала в спальню. Я молилась, плакала. Очень сильно плакала. Хоть что делала, но ничего не помогало. Я услышала сильные, очень сильные стуки в дверь. Я сильно испугалась. Я подумала, все, это наконец, все, это на последний день жизни. Но не тут-то было. Я решила спрятаться под кровать. Мне казалось или нет, но это реально меня спасло. Я думала, это была моя последняя жизнь. Я спала там где-то час. После того, как проснулась, я решила встать и посмотреть, что же за дверью, но я очень боялась, но все-таки рискнула. То, что я увидела, повергло меня в ужас. Все, абсолютно все кресла были ободраны. И весь пол был в крови. Я подошла к специалисту и сказала, помогите, у меня в доме ужасный монстр.